Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассалям аля расулиллах. Мы с вами продолжаем лекции на тему поминания Всевышнего Аллаха, и мы с вами уже на протяжении нескольких уроков разбираем один из видов поминания Всевышнего. Это дуа. Это когда рабы Аллаха взывают к Нему, зовут Его на помощь, потому что дуа, это как раз в переводе означает звать. То есть даже когда мусульманин, один человек зовет кого-то к себе в гости, это тоже дава. То есть когда ты зовешь. Или, например, тоже слово, которое происходит из слова дуа, это дауа, когда ты призываешь, призываешь людей, зовешь людей к истине. Поэтому это милость, безграничная милость Всевышнего Аллаха, когда Он нам дал возможность, нам, слабым, маленьким, ничтожным рабам, в любое время суток, с любой части земли, то есть не надо ждать, не обязательно ждать какого-то определенного времени. У Аллаха нет часов приема обязательных, да? Да, мы знаем, есть особенные времена, когда у нас, иншаллах, шансов больше, надежды больше, что в это время Аллах примет наши дуа. Об этом мы и говорили, но не обязательно. Но не обязательно их ждать. В любое время суток мы можем позвать Всевышнего на помощь, рассказать Ему о наших проблемах. И не обязательно выбирать какой-то определенный язык. Если кто-то скажет вам, что дуа нужно обязательно на арабском говорить, это ошибочное мнение. То есть мы можем своими словами, на своем близком нам языке звать Его на помощь, потому что Создатель всех языков, то есть Всевышний Аллах, и Он дал нам эти языки, чтобы мы общались. И иногда вместо того, чтобы повторять непонятные для нас какие-то слова, то есть на арабском языке, и думать, что это дуа, хотя сам не понимаешь, что ты сейчас говоришь, иногда лучше своими словами объяснить, рассказать Всевышнему о своей проблеме, о своей беде и попросить у Него помощи именно своими словами. Это даже лучше, это как раз подпадает под условия дуа, потому что Аллах любит, когда дуа исходит от сердца, не только от языка. Хотя в то же время мы понимаем, что наилучшие дуа – это те дуа, которые произносил наш любимый пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но это больше для тех, кто знает арабский язык, понимает, о чем он говорит. Да? Поэтому, альхамдулилля, вот так мало ограничений в дуа. Не надо время ждать, не надо какой-то язык выбирать, не обязательно, чтобы у тебя и тахарат был. Поэтому это милость Аллаха. Дуа – это милость Аллаха, и это силяхуль му'мин, это сила, опора мусульманина, когда он, альхамдулилля, без каких-либо посредников, без предварительной записи, да, он может обратиться к Аллаху, рассказать Ему о своей беде. И Аллах обещал: «Вакаля раббукум удгуни астаджиб лякум». Сура Гафир, Аллах сказал, и вот сказал ваш Господь: «Удгуни, зовите меня на помощь, астаджиб лякум, я вам отвечу». И сегодня огромное количество рабов Аллаха живут на Его земле, под Его солнцем, под Его заботой, и иногда спрашивают: я не знаю, у кого обратиться, я не знаю, у кого просить помощи, да? Я там и у мэра был, у депутатов был, я не знаю, у кого просить. Так об этом и говорили все пророки, у кого надо просить.
И 123 тысячи пророков, посланников, они пришли, чтобы объяснить нам эту истину, очень простую истину, что просить надо у Создателя, а не бегать сразу к Его созданию. Аллахумма ля манига лима агатайт. Пророк после намазов он говорил следующие слова, зикр, да? Аллахумма ля манига лима агатайт. О Аллах, никто не может лишить того, кому ты дал. Если Аллах захотел кому-то что-то дать, разве может появиться на этой земле какое-то существо, которое может лишить тебя того, что Аллах захотел тебе дать? Поэтому Аллахумма ля манига лима агтай. Аллах, нет никого, чтобы смог остановить то, что ты ему даешь. Может лишить, запретить то, что ты даешь. Валя му'тия лима манат. И наоборот. Валя му'тия лима манарта. И никто не может дать ничего кому-то, если этому Аллах запретил. Если Аллах не хочет кому-то что-то дать, никто не найдет другого существа, который мог бы ему дать то, что Аллах запретил. Поэтому валя янфау заль джадди мин каль джад. Обладатель никакого имущества, никакой силы, никакого авторитета, кем бы он ни был, да, в обществе, может быть, он не может принести пользу, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому дуа, и мы должны всегда просить у Аллаха дуа, и мы видим, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как часто он просил дуа, мы видим, как сподвижники просили дуа, мы видим, как ученые даже, я об этом, по-моему, даже говорил, имам Шафи'и, если я не ошибаюсь, чтобы перейти дорогу, просто перейти дорогу, он делал дуа, он просил у Аллаха помощи. И представьте себе век, когда жил имам Шафи'и, и какая там дорога была, да, его время, и сколько там техники было, и сегодня какая дорога, какие дороги, да, огромные проспекты, да, и сколько машин. Поэтому сегодня многие даже не думают, а зачем? Что, взял, светофор стоит, перешел дорогу и все, да? Нет, вот оказывается, вот имам Шафи'и, чтобы перейти небольшую дорогу, он просил у Аллаха помощи. То есть это говорит о том, что они всегда просили у Аллаха дуа. И Аллах, Он единственный, кто любит, когда Его рабы все чаще и чаще просят у Него. Ни один царь, ни один там богатый руководитель, ни один император, ни один президент не любит и не любил, и не любит, когда его слишком часто просят. Один раз ты у него попросил, второй раз, третий раз скажу, ты что, обнаглел? Ты же вчера у меня просил, или там. А Аллах, как имам, или Суфьян ас-Саури, по-моему, один из наших ученых, праведных предшественников, он говорил: о Аллах, только ты любишь, только ты один любишь, когда твои рабы все чаще и больше просят у тебя. Поэтому Аллах не любит, когда у него не просят. Как пророк ﷺ сказал: «Ман лям яс'алиллаха гадиба алейхи». Пророк ﷺ сказал: тот, кто не просит у Аллаха, Аллах гневается на него. Потому что он высокомерный, он надменный, он думает, что не нуждается в помощи Аллаха. Поэтому то, что рабы приходят к Нему, то, что рабы взывают к Нему, просят у Него, этим самым они проявляют, они показывают свое рабство, свою нужду, что да, мы нуждаемся в Тебе. Это и есть суть поклонения, альхамдулилля. Мы с вами говорили на прошлой еще тогда, да, лекции, тема у нас была «Раф'уль айди», то есть поднимание рук во время дуа. И мы с вами говорили, что поднимание рук во время дуа является общим адабом, общим правилом, этикетом, который, иншаллах, является причиной принятия наших дуа. Причиной принятия наших дуа. И мы с вами приводили несколько историй из жизни
пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда сподвижники приходили к нему, просили, чтобы он сделал за них дуа, да? Он поднимал руки и делал дуа. Мы приводили примеры, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и спрашивал дождя во время засухи, он поднимал руки, да? И мы с вами говорили, что адаб, этикет обычного поднимания рук, это когда твои руки, да, они смотрят в сторону неба, они смотрят, но когда мусульманин начинает просить, может быть так, что он же вот так не может следить за руками, да, а руки вот, они могут смотреть, получается, на его лицо. Поэтому здесь проблем никаких нет. То есть мы не можем сказать, что вот это уже нарушение. Вот. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мы знаем, когда и спрашивал у Аллаха дождя, то есть когда было очень плохо, да, и он просил дождя, то мы знаем историю, когда его плащ, он падал с его плеч. Почему падал? Потому что он тянул руки, поднимал так, что уже плащ его падал. То есть это уже особый уровень поднимания рук, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что-то очень сильно хотел получить от Аллаха. То есть, вот, например, во время истисқа. А так, общий адаб, это вот мы поднимаем руки, нигде не говорится, сколько там между ними сантиметров должно быть, да, или там кто-то говорит, вот нельзя там руки ставить пошире или там уже. Шейхи говорят, что нужна скромность. То есть нужно тубанчелек, вот этот таваду, то есть положение раба. Не так надменно, Аллах, дай мне это. То есть ты раб. Поэтому нужно быть скромнее и показывать, что ты его слабый, ничтожный раб, которому нужна его помощь. Так ведь? Поэтому нужно, чтобы твой облик тоже подходил к облику слабого раба, а не какого-то надменного, который там дай мне Аллах это, дай мне то. Сегодня поговорим о истикбалю кибля, то есть это следующий адаб, правило необязательное, адаб, да, правило дуа, то есть обращаться во время дуа, обращаться в сторону кибля. Да, то есть это адабу дуа, один из правил этикетов дуа, чтобы взывающий к Аллаху во время дуа обращался в сторону кибля, то есть в сторону Мекки. И это, несомненно, показывает, что направление кибля, то есть Мекка, это священный город, это священное место, и поэтому где бы ты ни находился, направление Мекки, Каабы, то есть кибля, для тебя является почтенным направлением. То есть мусульмане, где бы, в какой бы стране они ни жили, да, а земля же она круглая, и кибля для кого-то это юг, для кого-то может быть восток, так ведь? То есть, смотря где ты живешь. Вот сторону кибля для тебя является почтенной, уважаемым направлением, которое ты должен уважать. И твое почтение, твое уважение к направлению кибля, это показывает твой иман, потому что кибля это один из шааир. Всевышний сказал, а тот, кто почитает шааир Аллах, то есть знамена Всевышнего Аллаха, то есть знаки Всевышнего Аллаха, то это показатель богобоязненности их сердец. Поэтому тот, кто почитает намаз, это его богобоязненность. Тот, кто почитает мечеть, азан, например, да, то есть почитает Мекку, Медину, киблю, это показывает его богобоязненность его сердца. Поэтому существует огромное количество хадисов, которые указывают, что мусульмане должны почитать сторону кибля, то есть сторону Мекки. И также мы знаем, что условием принятия наших намазов является кибля. То есть человек, который
зная направление киблы, если он нарушает, он направляется в другую сторону, его намаз не принимается. Это равносильно такому же намазу, который он совершает, например, без тахарата или не закрывая свои аураты. То есть это одно из обязательных условий принятия наших намазов. Да? Давайте вспомним несколько хадисов, которые указывают на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время дуа, он поворачивался лицом в сторону киблы. Первый хадис мы находим в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. То есть это достоверный хадис. Этот хадис передал нам Абдуллах ибн Мас'уд. Абдуллах ибн Мас'уд — это один из величайших ученых среди сподвижников, да? Он рассказывает: «Истакбаля набию аль-Ка'бата». Посланник Аллаха повернулся лицом в сторону Каабы, то есть кибля, фада'a аля, и сделал дуа против. То есть случаи, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа за кого-то, как, например, за некоторые племена, за некоторых сподвижников, за тех, например, сподвижников, которые вступали в сражение, то есть он всю ночь делал за них дуа, чтобы Аллах дал им победу, за, например, мать Абу Хурейры, чтобы Аллах наставил ее на путь истины. Так ведь? Есть много случаев, моментов, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за кого-то делал дуа. А есть случаи, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху против кого-то. Такие случаи тоже есть. И вот это один из этих случаев, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратившись лицом к кибле, Каабе, он попросил Аллаха против кого-то. То есть сделал дуа против кого-то. И вот аля нафари мин Курайш, то есть он сделал дуа против группы курайшитов, то есть определенно за кого-то, да, курайшитов. Аля Шейба ибн Рабиа, то есть это враги ислама. Это враги пророка, это враги ислама, до которых дошла истина, но они остались в куфре. И вот они враждовали с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, с исламом, с мусульманами, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал дуа против них. Это был Шейба ибн Рабиа, Утба ибн Рабиа, Аль-Валид ибн Укба, Абу Джахль ибн Хишам и Абдуллах ибн Мас'уд. Когда перечислил имена этих людей, он сказал: «Я призываю Аллаха быть свидетелем тому, что я видел тела этих людей, то есть тела, значит, они все погибли. И я видел, как тела этих людей, они разлагались под солнцем в тот день, когда было очень жарко. То есть Аллах Тааля погубил этих людей, и я видел, как они с позором лежали, их тела, и эти тела, они разлагались под зноем солнца». То есть Аллах принял дуа своего пророка против этих врагов ислама. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. Вот здесь, в этом хадисе, мы видим, что пророк, прежде чем обратиться к Аллаху против них, он повернулся лицом к Каабе. Кааба — это есть как раз сторону кибли. Да? Вот это первый хадис. Второй хадис передает нам Умар ибн Аль-Хаттаб, радиаллаху анху. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Ну, кто у нас не знает, скажем так, новенькие, да, имам Аль-Бухари, имам Муслим, это сборники самых авторитетных, то есть это самые авторитетные ученые сборники хадисов. То есть имам Бухари и Муслим. То есть когда мы говорим Бухари и Муслим, здесь уже самые достоверные хадисы, здесь уже даже хасан быть не может.
То есть иснад, цепочка хадисов даже хорошим быть не может, он достоверный только. Это самая, так скажем, высшая степень достоверности, кроме уж мутаватир, да, то есть это уже когда на уровне Корана. Вот. Поэтому второй хадис в сборниках имама Муслима, и нам рассказывает Умар ибн Хаттаб. Когда произошла битва при Бадре, мы знаем, что это первое сражение, очень, очень тяжелое сражение. Это было очень тяжелое испытание для всех людей, для сподвижников, да. То есть Бадр даже уже впоследствии потом, когда описывали кого-то из подвижников, они о нем говорили, что он участник Бадра. То есть, получается, это самые первые сподвижники, которые прошли вот эти самые тяжелейшие испытания. И вот даже потом им пенсию назначили. То есть, это были ветераны Бадра. То есть, это были на самом деле великие сподвижники. И даже молодые поколения, они знали, это были ветераны Бадра. И вот, когда произошла битва при Бадре, «Назара Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям иля аль-мушрикин». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям посмотрел на многобожников. То есть идет сражение, они бьются. И он посмотрел на многобожников, вахум альф. И их было 1000 человек. То есть перед ними были 1000 врагов. وَأَصْحَابُهُ 319 رَجُلًا. И рядом с ним его сподвижников было сколько? Всего 319 человек. То есть их было 319, а мушриков было 1000. То есть в 3 раза больше, даже еще больше. Так ли? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он понимал, что, во-первых, победить такое количество будет очень сложно. Но здесь речь идет не только о победе. Нужно было что? Нужно было сохранить умму. То есть мусульман и так мало. И если эти 1000, они убьют, истребят эти 300 сподвижников, то с кем надо будет поднимать умму? С кем надо будет поднимать свет ислама, таухид? Он это прекрасно понимал. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Умар ибн Хаттаб рассказывает, «Фастакбаля набиюллахи аль-кибля». И мы увидели, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обратился лицом в сторону кибля. То есть он повернулся в сторону кибля, и мы увидели, как он поднял свои руки. То есть они поняли, что посланник Аллаха будет просить у Аллаха помощи. Потому что их было 1000, а их 300. Да? И он протянул руки, и он начал взывать к своему Господу. Он начал просить у своего Господа, Аллахумма анджизли ма ва'аттани. О Аллах, дай мне то, что ты мне обещал. Дай мне то, что ты мне обещал. Что Аллах обещал пророку? Что Аллах поможет ему. Что Аллах даст помощь ему. Что Аллах даст победу ему. Пророк, алейхиссаляту вассалям, он раб. Победу дает Аллах. Так ведь? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он делает то, что Аллах ему приказал. Поэтому Аллах ему приказал оставить, например, Мекку, да? Он оставил Мекку. Аллах приказал ему вступить в бой. Он выполнил свой. Это как Муса, алейхиссалям. Аллах сказал, забери сынов Израилева от рук фараона. Он забрал. И они оказались перед морем, Красное море, да? Все, за ними уже идут там колесницы фараона. Все. Но он же сделал то, что Аллах ему приказал. Следующий приказ. Аллах сказал, возьми посох и ударь посохом по морю. Но Муса, алейхиссалям, он не мог раскрыть там, сколько в тафсире идется, 12 коридоров, через которые прошли. Это не его дело. Это Аллах открыл. Поэтому победу дает Аллах. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
он выполняет приказы Аллаха и просит у него помощи. Поэтому он обратился к Аллаху и сказал: Аллахумма анджизли ма ваадтани. О Аллах, дай мне то, что ты обещал. Аллахумма ати ма ваадтани. О Аллах, дай мне то, что ты мне обещал. И он сказал: о Аллах, если ты уничтожишь, погубишь вот эту группу, то есть их пока мало, сподвижников мало, мусульман мало, так ведь? Не по всему миру они там живут, по всем странам. Он сказал: о Аллах, если ты погубишь эту группу, они знали, сколько их, 319 человек, да? Если ты их погубишь, мин ахлиль ислам, то есть обладатели ислама, ла ту'баду фил ард. Никто не будет поклоняться тебе на этой земле. То есть никого не останется. Никого не останется, чтобы кто-то поклонялся тебе. Все, не останется мусульман на этой земле. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и вот посмотрите положение пророка. Вот как раз мы об этом с вами говорили. Нельзя у Аллаха просить: о Аллах, дай, если ты захочешь. Или там прости меня, если захочешь. Получается, если не захочешь, тогда не прощай. Да? Меня другой кто-то... Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, понимал, что если Аллах им не поможет, все, им конец. Они всех перебьют. Даже если они смогут там чего-то добиться, он потеряет свою умму, своих сподвижников. И он сказал: о Аллах, ты мне обещал, выполни свое обещание. Вот это его настойчивость, вот это как раз суть дуа. Это как раз есть суть дуа. Когда ты просишь, понимаешь, что других вариантов нет. Если он тебе не даст, никто тебе не даст. Если он тебя не простит, да никто не может тебя простить. Если он не откроет тебе, никто тебе не откроет. Если он тебе не поможет, никто тебе не поможет. Поэтому он сказал: Аллах, ты мне обещал, выполни свое обещание. Дай мне то, что ты мне обещал. И он сказал: если ты погубишь их, то никого не будет на земле, чтобы тебе поклонялись. То есть останутся вот они, многобожники, которые поклоняются своим ложным божествам, которые будут предавать тебе сотоварищи, вот этих ложные истуканы свои, которые они своими руками сделали. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху этими словами: فَمَا زَالَ يَحْتَفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَتَّى سُقِطَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكَبَيْهِ. И Умар ибн Хаттаб рассказывает, и он говорит, не переставал просить. Кстати, это тоже адаб ад-дуа. Нужно повторять свои слова. Не надо думать: вот я один раз попросил уже, ну все, нет, проси еще раз. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, даже когда насихат делал, чтобы достучаться до каждого, он по 3 раза повторял. По 3 раза иногда одно и то же слово повторял. Чтобы там кто-то спал, он тоже проснулся. Тот, кто не услышал, он чтобы тоже услышал. И когда он просил, он повторял. И те дуа, которые мы находим в книге Аллаха, тоже указывают на это. Раббана, Раббана, Раббана. То есть нужно повторять. И вот он не переставал просить у Аллаха, поднимая, то есть вот протягивая рук, и пока его чапан, плащ на его плече, с его плеч не упал на землю. То есть получается, он просил, пока его плащ не упал с его плеч. И тогда фаатаху Абу Бакр. И к нему подошел Абу Бакр, радийаллаху анху, фаахада ридааху фаалкаху аля манкабей. Он нагнулся, подобрал его плащ. Да, вот надо видеть это глазами. Это не просто так Умар ибн Хаттаб все рассказывает со всеми нюансами, да. То есть мы должны представить, как это было, как было тяжело пророку. Он должен был сохранить умму, и вот он просит, падает его плащ. И Абу Бакр, говорит, подошел к нему, подобрал его плащ, снова накинул на его плечи, и он, говорит, подошел к нему сзади и обнял его. Он обнял пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Субханаллах, Абу Бакр.
Это его самый лучший товарищ. Если кто-нибудь что-нибудь говорил против Абу Бакра, он потом каялся, видев лицо пророка, его гнев. Когда Умар ибн Хаттаб поссорился с Абу Бакром, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его так упрекнул, что он там тауба делал. Он там раскаялся, почему он родился на этот свет. То есть он очень боялся потом что-нибудь тяжелое говорить Абу Бакру, потому что Абу Бакр был самый близкий его сподвижник. И он, говорит, подошел к нему сзади, то есть накинул на него плащ, и вот так он обнял пророка. Пророк просит у Аллаха, он обнял его и сказал: «Я наби Аллах, о пророк Аллаха, кафак». Все достаточно. Все достаточно просить у Аллаха. То есть достаточно просить твоего Господа, фаиннаху саюнджизу ляка ма ва'адака. Он не спошлет тебе то, что тебе обещал. То есть Аллах обещал тебе помочь, Он поможет тебе. Все, достаточно просить. Повторять. Фа'анзаля Аллаху азза ва джалля, и тогда Аллах ниспослал аят. Суратуль Анфаль, 9 аят. 9 аят. И Аллах сказал: «Ид тастагифуна раббакум». И вот когда вы просили у вашего Господа помощь, истигафа, то есть это один из видов дуа, вот это истиада, истигафа, истиска, то есть это разновидности дуа. Истиска, когда ты просишь у Аллаха дождя, истиада, когда ты просишь у Аллаха защиты от чего-то, а истигафа — это когда ты просишь у Аллаха помощи в беде, когда плохо все, и надо выручать, помочь себе. И вот когда вы просили помощи у вашего Господа, и Он помог вам, Он ответил вам: «Анни мумиддукум би альфин миналь малаикати мурдифин». Я дам вам подкрепление, я дам вам силой посредством 1000 ангелов с небес. И вот в это время фаамаддаху Аллаху биль малаика, и Умар ибн Хаттаб говорит, Аллах ниспослал этот аят, и Аллах помог ему, дал ему подкрепление, отправив к нему 1000 ангелов. То есть в это время Аллах, во время этого сражения, Он отправил своих воинов с небес. То есть Аллах ниспослал ему ангелов, и они победили их. Они победили их. И даже, если там дальше читать про это великое сражение, субханаллах, даже сподвижники рассказывают, один сподвижник, он преследовал одного мушрика, то есть одного многобожника, хотел догнать его, добить, да. Я, говорит, когда преследовал его, я как будто с небес услышал крик: «Акдим хайзум! Акдим хайзум!» То есть «Вперед, хайзум!» То есть как будто какой-то воин, всадник, кричит своему коню: «Вперед!» чтобы догнать, да? Я, говорит, услышал какой-то голос, а потом вижу, этот мушрик упал. И его лицо было, кто-то рассек ему лицо, как будто плеткой. И та часть, которому ударили, оно позеленело. То есть он сразу умер. И он даже не понял, что случилось. Но он услышал этот голос. Он потом рассказал это пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это ангелы с небес. То есть вот так Аллах отправил воинов после дуа нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот в этом хадисе, хотя, конечно, нас уже больше затягивает сама история, да, но вернемся к нашей теме. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда Умар ибн Хаттаб рассказывает, он обратился, говорит, повернулся лицом к кибля и поднял свои руки. Вот как раз оба адаба мы здесь находим в этом хадисе. Следующий хадис, получается уже 3-й хадис, также этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. Этот хадис передал нам, рассказывает Абдуллах ибн Зейд. Он рассказывает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда пожелал попросить у Аллаха дождя, истиска, он дошел до места намаза. Фадаа вастаска. И он обратился к Аллаху
и начал просить у Аллаха дождя. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ. Затем он повернулся в сторону кибля وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ. И перевернул свой плащ. То есть мы знаем во время истиска, чтобы показать свою скромность, свою нужду, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он наизнанку переворачивал свой плащ. То есть, например, если он встречал каких-то гостей, да, он одевал красивый плащ, да, но это еще с древних времен, со времен других пророков мы видим, когда, например, народ Юнуса, на которых Аллах уже не спаслал, то есть отправил с небес наказание, но Аллах остановил потом наказание. Это единственный случай в истории, когда Аллах отправил на них наказание, но они вовремя покаялись, и Аллах остановил наказание. Поэтому же Юнус ушел. Один из версий, что Юнус почему покинул свой народ, ну, во-первых, их должно было постигнуть наказание, то есть он уже об этом знал, а во-вторых, его бы обвинили во лжи. Так ведь? И поэтому, ну, Аллах спас это. И вот там прямо описывается, как люди, они избавлялись от красивых одежд, да, вот этих там дорогих одежд, они одевали на себя мешковины, вот эти старые лохмотья, чтобы показать, что мы, о Аллах, мы нищие, мы слабые перед тобой. И вот это это как бы сунна пророка, когда он просил у Аллаха дождя, он переворачивал свой чапан, плащ. И вот здесь тоже мы видим, когда он и спрашивал у Аллаха дождя, истакбаль аль-кибля, он повернулся лицом в сторону кибля и перевернул свой плащ. Этот хадис в сборниках имама Бухари и Муслима. Это вот третий хадис. Поэтому мы с вами еще говорили хадис, длинный хадис, вспоминали от Джабир ибн Абдилля. То есть Джабир ибн Абдилля, который передал нам большое количество хадисов, да, и он описывает хадж пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Как он совершал хадж, и этот хадис мы с вами читали. И он рассказывает 6 мест, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал дуа. Обращался к Аллаху и делал дуа. И вот этот хадис, если вспомнить, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда совершал са'и, то есть между Сафа и Марва, он подошел сначала к Сафа, повернулся лицом к Каабе, то есть кто совершал умру, хадж, они знают, да, где Сафа, где Марва. И вот он, когда дошел до Сафа, встал на Сафа, вот эту горку, он повернулся лицом к Каабе и обращался к Аллаху с дуа. И поэтому вот, когда мы совершаем хадж или умру, делаем сагай, вот эти сунны надо хранить. Я вот, альхамдулилля, недавно там был, и поэтому пропустил несколько уроков, лекции. И на самом деле вот я просто наблюдал, многие мусульмане, они не понимают ценность вот этих моментов, да. То есть они доходят до Сафа, все там пару слов, там, субханаллахи вальхамдулилля, и все, дальше идут. То есть даже некоторые там минуту не стоят. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он останавливался. А когда ты доходишь до Сафа, ты практически спиной к Каабе, да, стоишь. То есть он поворачивался в сторону Каабы. То есть там есть места, подальше можно встать. Все, где никто тебе не мешает, возле стенки там или где-нибудь за столбом, да. Все, ты поворачиваешь, вон она Кааба, все, ты поднимаешь руки, и все, надо просить. И вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он поворачивался в сторону кибля и делал дуа во время стояния в Сафа. Потом доходил до Марва, также вставал и делал дуа. Также, когда он находился в Арафа, то есть стояние Арафа, он поворачивался лицом в сторону кибля. То есть фи Арафа, айнда машгарил харам. Машгарил харам — это Муздалифа. То есть во время Муздалифа, то есть получается Сафа, Марва, Арафа, третье место, где он дуа делал, Муздалифа, четвертое место. То есть он во всех случаях он поворачивался лицом в сторону кибля и делал дуа.
Четвертое. Пятое – это первый столб. После того, как он бросал камни, он поворачивался лицом в сторону кибля, поворачивался лицом в сторону кибля. Джабир рассказывает, повернулся и делал дуа. Какие он дуа делал, об этом не говорится. Просто произвольный дуа. Просил Аллаха иман, просил Аллаха богобоязненности, просил Аллаха милости, прощения и так далее, и так далее. Ну, как бы это, не хочется, чтобы это в бидугу превращалось. Я сам заранее планирую. Потому что наша проблема, когда мы уже все, приходит время дуа, мы не знаем, что просить. Это проблема многих людей. Я сам, например, когда сагы делаю, сафа, марва, я сразу ният делаю, вот во время первого сафа, стояние во время сафа, я делаю дуа вот за то-то, 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 например, там за себя, надо начинать с себя, да, потом, там, может быть, за родителей, не обязательно живые, не живые, это твои родители, да, и за живых, и за усопших, за твоих предков, потому что родители твоих родителей, это тоже твои родители, да, за них дуа, потом уже семья, жены, дети, будущие поколения, будущие дети, внуки твои, это тоже твои дети, так ведь? Поэтому даже те, которые родятся, придут после тебя, они тоже должны быть под твоей дуа. Ибрахим когда дуа сделал за Мекку? Сколько тысяч лет прошло, и до сих пор люди живут в баракате. Пророк, саллаллаху, когда делал дуа за Медину, он же начал с этого. О Аллах, твой любимый раб сделал дуа за Мекку, и ты дал баракат Мекке. И я твой раб, твой пророк, дай баракат 2 раза больше в Медине, чем в Мекке. Он же так попросил. Поэтому сколько тысяч лет, и люди живут в баракате. Поэтому те даже поколения, которые придут после тебя, они должны жить под нашими дуа, иншаллах. И вот следующие потом там за братьев, там, за умму, за мусульман, там, за те страны, где очень плохо. Ну вот братья там, что постигло их там в Турции, в Сирии, там. Ну вообще в арабских странах у нас очень много причин делать дуа за них. Я не знаю, кого надо благодарить за это, да. Но во многих арабских странах, это Ливан, вот мы с братьями общаемся, с ливанскими, там экономическое положение там плохо. В Судане столько братьев, у них голод. Поэтому, может быть, какое-то отдельное стояние где-то надо запланировать. Это же пророк, саллаллаху алейхи, когда сказал, что вот лиамматиль муслимин, то есть наша любовь, братство не только к отдельным братьям, вот с этим братом мы там дружим, машаллах, на умре были, с этим там что-то делаем благое, да. Нет, пророк сказал, для всех мусульман. То есть наше милосердие, наша любовь, братство должна быть для мусульман и в Судане, и в Сирии, и в Турции, и в других, во всех странах, и в Европе, и в Америке, да. Поэтому надо делать дуа за всех братьев мусульман. Вот, и пророк, саллаллаху алейхи, вот 6 мест, когда он уже хадж, тут не только умра, да, потому что во время умры нет побивания камней, поэтому бросания камней. Поэтому вот 6 мест. Он во всех этих местах поворачивался в сторону кибля, а когда уже бросал третий стол, на третий стол, он уже дуа не делал, он не останавливался, сразу уходил. Вот это все указывает на то, что сунна призывает нас поворачиваться лицом в сторону кибля во время дуа. Это лучше. То есть, если есть возможность во время дуа обращаться в сторону кибля, это лучше. И надежды на то, что Аллах примет нашу дуа, будет больше. Но в то же время мы должны понимать, что это не обязательное условие дуа. Это не обязательное условие дуа. И на это также указывают хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте вот один хадис только посмотрим. Этот хадис, достоверный хадис у того же имама Аль-Бухари, рахимахуллах. Имам Аль-Бухари в своем сахихе передал нам хадис, даже главу он назвал «Ад-дуа гайру мустакбиль аль-кибля», то есть дуа, не поворачиваясь лицом в сторону кибля. И вот этот хадис рассказал нам Анас ибн Малик. Анас ибн Малик – это человек, который
долгое время служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И вот, когда посланник Аллаха в день джум'а находился на минбаре и рассказывал хутбу. Вопрос сразу. Когда имам с минбара рассказывает хутбу, куда он смотрит лицом? На молящихся, на мусульман. Получается, он стоит спиной в сторону кибля. Так ведь? Это есть порядок хутбы. Вот. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, стоял на минбаре и рассказывал хутбу. И здесь в это время зашел один человек. Ну, где-то говорится бедуин, который там прервал все, да. То есть он зашел, встал, факама далика раджуль, то есть он встал и сказал: «Уду Аллаха», то есть, сейчас я немножко, «Уду Аллаха ан юскина», то есть, о посланник Аллаха. Но в каком-то риваяте говорится, он начал рассказывать, что происходит. То есть была засуха, и он говорит: погибли наши растения, то есть то, что они посеяли, люди же, они питались этим. Если все высохнет, значит они будут голодать. И он начал рассказывать: погибли наши пашни, наш урожай погибает. И земли, говорит, растрескались. То есть от засухи все, уже трескается земля везде. Обратись к Аллаху, чтобы Аллах напоил нас водой, чтобы Он не спаслал на нас дождь. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не вставая с места, как он вот стоял, он обратился к Аллаху и начал просить у Аллаха дождь. Но в этом риваяте не говорится, как он говорил. Но в других риваятах, потому что эти хадисы рассказывают несколько передатчиков, они рассказывают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, начал просить: Аллахумма агифна, то есть: о Аллах, напои нас, о Аллах, не спошли на нас дождь. И сподвижники рассказывают, и мы, говорит, увидели, как Аллах начал отправлять на нас, над нами начал собирать тучи. Где-то говорится, что эти тучи были подобны щиту, то есть это как стена была. Аллах Тааля отправил к ним тучи, и Аллах Тааля не спаслал на нас дождь. И в этом риваяте не говорится об этом, но тоже интересные слова. Сподвижники рассказывают, и после этого дуа, говорит, мы не видели солнца 6 дней. То есть от джум'а до джум'а Аллах проливал на нас дождь. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, на следующий джум'а стоял на минбаре и говорил хутбу, зашел мужчина. Когда спросили у передатчика, это был один и тот же человек, он сказал: я не знаю. То есть не факт, что это был один и тот же человек. Но, говорит, зашел мужчина и обратился к пророку: я Расуль Аллах, говорит, мы, говорит, погибаем, мы, говорит, утопаем, дождь 6 дней льет. Поэтому обратись к Аллаху, говорит, чтобы Аллах остановил этот дождь. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к Аллаху и сказал: Аллахумма хауалейна, то есть валя алейна, о Аллах, не спошли дождь. Он не стал говорить: о Аллах, останови дождь, да? Он сказал: хауалейна, то есть: о Аллах, полей вокруг нас, а не на нас. То есть полей, холмы, где-то говорится, полей, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: о Аллах, полей горы, полей холмы, полей вот эти все растения, деревья, которые нуждаются в дожде. То есть хауалейна валя алейна, то есть: о Аллах, полей вокруг нас, а не на нас. И фаджа'аля сихабу ятакаттару хауля аль-мадинати валя юмтару ахль аль-мадина. И мы увидели, как тучи начали расходиться вокруг Медины. То есть дождь над нами перестал внутри города Медины, и мы увидели, как дождь ушел вокруг Медины. То есть начал поливать, ну как пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил, как бедуин заказывал. Да? И вот, есть огромное количество риваятов разных, которые, каждый риваят там свои особенности, вот, как, например, 6 дней мы не видели солнца, это же интересно, да, как они описывают. Но, давайте вернемся к нашей теме. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он стоял на минбаре, он делал хутбу. И никто не говорит, что во время дуа он вот так
там слез с минбара, или, например, во время, с минбара повернулся в сторону кибля. Это же получается, он спиной стоял, и он делал дуа. И это есть доказательство того, что это не является обязательным условием. Это не является обязательным условием, но давайте подытожим, да, мы должны понимать, что если есть, хотя это не обязательно, например, кто-то идет за рулем, едет. За рулем можно дуа делать? Конечно, но он уже практически лишен, может быть лишен уже двух адабов дуа. Да? Первое, он не может поднимать руки. Не надо поднимать руки, когда ты за рулем. Аллах сакласын, что-нибудь там может произойти, да? Поэтому ты за рулем. Все, ты не поднимаешь руки, значит. И второе, ты, может быть, едешь на восток, может быть, на север, может быть, ты спиной кибля. Но это не обязательно. Это не обязательно. Даже мы знаем из фикха дополнительные молитвы, намазы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иногда совершал в пути, находясь на верховом животном. То есть животное, он не останавливал животное и не поворачивал. Если он фарс совершал по всем условиям, мы видим, что он иногда садился на верховое животное, и во время сафара он совершал какие-то дополнительные виды намазов, но он не поворачивался в сторону кибля. То есть животное, верблюд шел куда надо было идти, поэтому это не обязательно. Но во время дуа, если есть возможность, нужно уважать киблю. И вообще есть другие хадисы, которые указывают на то, что мы должны уважать киблю. И как, например, там хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, кто плюет в сторону кибля, он найдет этот плевок на лбу или на лице в судный день. То есть получается, он плюет себе в лицо. Поэтому это есть уважение к кибле. Или, например, ученые пишут об этом, что они даже как ямудду, то есть он не отправлял, не вытягивал свою ногу в сторону кибля. Например, да, это как бы одно из уважений было к кибля. Или, например, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запрещал справлять нужду, поворачиваясь лицом или спиной в сторону кибля. То есть даже когда, если есть случаи, когда была преграда между ними, да, на открытом месте мы должны, прежде чем справить свою естественную нужду, мы должны удостовериться, что мы не поворачиваемся лицом и не спиной, не поворачиваемся ни лицом, ни спиной в сторону кибля. То есть надо или левой частью спиной, или боком, правым боком, чтобы это тоже уважение в сторону кибля. Так ведь? Но хотя здесь тоже идет исключение, если есть стена, то это как бы разрешается. Или, например, когда человек умирает, его поворачивают головой в сторону кибля. Когда человек ложится спать, то есть тоже уважение кибля. То есть нужно кровать уже заранее планировать так, чтобы ты, когда ложишься спать, ты или головой, или лицом в сторону кибля. То есть не ногами. То есть это тоже уважение. Или, например, когда порядок, как мы ставим тело усопшего в могилу. Так ведь? То есть это же наши принципы, это наше уважение к кибля. То есть мы поворачиваем лицом в сторону кибля, где бы мы ни хоронили их. Где бы мы их ни хоронили. Поэтому это такие важные моменты, которые указывают на то, что кибля, это ихтирам должен быть, уважение в сторону кибля. И вот как раз намаз, дуа, это один из этих примеров. Будем потихоньку продолжать до, иншаллах, месяца Рамадан, а потом уже месяц Рамадан у нас будут другие уроки и другое расписание, график, иншаллах. Субханакаллахумма бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Вот как раз Рамадан — это месяц дуа, да? Вот будем тренироваться, учиться правильно просить у Аллаха дуа до Рамадана, иншаллах. Джазакумуллаху хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.